Детектуэл, дорогие друзья и зрители! В эфире передача «Планета Next». Меня зовут Ахиатов Асхаб, и сегодня у нас крайне интересный проект. А также у нас есть гости. Это Хатуев Тамерлан, а также Ибрагимов Юсуф. Салам алейкум. Алейкум ассалам, Аждуа. Я бы хотел спросить, что у вас за проект? У нас приложение, был запрос от начальства к году чеченского языка, и вы с Тамерланом решили создать приложение. В чем заключается суть приложения? У нас есть карточки разные, где изображены разные объекты. Фишка нашего приложения, мы просто направляем камеру внутри нашего приложения на этот объект. Приложение говорит, что это объект, как он называется на чеченском языке, а также выводит трехмерное изображение этого объекта. Как вам пришла идея этого проекта? Тамерлан, ключевой особенностью нашего приложения является, что мы создали это приложение для развития нашего чеченского языка. Мы понимаем, что без языка нет нации. И для развития и популяризации нашего языка было создано это приложение. Можете рассказать поподробнее, как вы начали создавать и какие этапы у вас были? Сперва мы сделали генерацию идей, что можно сделать, как сделать и улучшить, и вообще сделать цифровизацию чеченского языка. Есть многие проекты, но мы нашли этот рынок, сферу, где минимальное количество продуктов именно чеченского происхождения, и также на чеченском языке. И после генерации идей нам пришла такая идея создать карточки. В общем, продукт нацелен, так скажем, на детей, для подрастающего поколения, чтобы они, играя эту игру, больше познавали чеченский язык. Юсуф Тамерлан, мне и, наверное, зрителям очень интересно узнать, как же работает ваш проект. Можете его продемонстрировать? Да, я могу с радостью продемонстрировать. У нас есть такие карточки, на них изображена в данном случае птица, орел. Если мы наводим на этот объект камеру, у нас появляется трехмерное изображение, а также озвучка, где рассказывается про этот объект. 3D-модель является анимационной, то есть есть изображение, то есть анимация, как летает орел. Давайте я это продемонстрирую. Таким образом работает наше приложение. Тамерлан, можешь рассказать нам, как проходила разработка анимации, а также озвучки? Все начиналось с одногруппниками. Мы решили сделать этот проект, и мы договорились с одногруппниками и пошли в студию озвучки, и там я озвучили. Потом я открыл Unity проект и туда вставил озвучку. Где вы искали материал для создания этих карточек? Мы использовали известный чеченский справочник для того, чтобы сделать текст для карточек. Это очень сложный проект, не каждый сможет его сделать. Какое время понадобилось вам для создания этого проекта? Мы делали проект где-то месяц, и мы каждый раз проверяли проект, чтобы нету там либо ошибок и так далее. Есть ли спрос на этот проект? Также, Юсуф, как вы думаете, можно ли продвигать этот проект? Да, на этапе генерации идей мы это все рассмотрели. Этот проект можно использовать в образовательных целях, то есть это могут быть садики, это могут быть начальные классы, можно для развлекательных целей использовать. Можно продвигать, можно разместить на площадке, может быть Play Store или отечественный Root Store. И на этой площадке любой желающий может в будущем скачать эту игру. Реализуется ли этот план продвижения проекта? Да, в наших планах есть продвижение и также публикация нашего приложения на площадке. Но сейчас у нас идет полное тестирование. После тщательного тестирования приложение, надеюсь, будет выгружено на площадке. На данный момент ошибки в приложении есть какие-то? Ошибок нет, но мы хотим в будущем еще улучшить именно анимацию и графику трехмерных моделей.
Какое количество карточек на данный момент есть для этого приложения? На данный момент загружаем 100 карт, но в течение года мы будем обновлять больше и больше. Давайте посмотрим на сам проект в Unity. Наш вот исходное приложение Unity. Вот там и создавалось наше приложение. Сейчас откроется. А тут и создавался наш проект. Тут наш модель, тут материалы, накраситься. И вот на первый, когда орел, тут есть вот здесь озвучка. И вот тут скрипт. Как это? А вот здесь у нас озвучка. Вот здесь наша картина. И вот камера. И если подключить на компьютере камеру, то он может работать. Проверим. Вот. Так, камера. Сейчас. Вот так. Moz işte üyesi kıyındoluçuk emneşe şeyin moz boğur kudu sahuş olumel. Ama nohçu matta moz boğur ugeç ena umiu boğur dev. İza merze umiu boğur ma'na da sünne merze boğur şi ma'na doluş doştu. İşte oluş doş adı. Şiye sana merze moz olek ama merze moz tey bana ma'na doluş şi doştu. Видно, что проект сложный. Будете ли вы продвигать этот проект на каких-нибудь конкурсах или олимпиадах? Да, можно провести олимпиадах и конкурсах, но мы будем продолжать обновлять наш объект, чтобы он стал лучше и еще лучше. Можете поподробнее рассказать про это направление VR и AR? VR и AR – это виртуальная реальность и дополненная реальность. Дополненная реальность и вообще виртуальная реальность – это довольно-таки трендовое направление в наши дни. В чем заключается? Виртуальная реальность – это создание виртуальных объектов, виртуальных миров. Это может быть игровые миры. Сейчас много транслируется тема метавселенной, то есть создание своих аватаров внутри какой-то игры. А также дополненная реальность. Дополненная реальность – это как раз-таки наше приложение является дополненной реальностью. То есть у нас есть объект реального мира, над которым мы добавляем объект виртуального. То есть в нашем случае это был трехмерный объект карточки и анимация. Насчет групп. У нас группы заполнены, большой ажиотаж на обучение именно VR и AR. Дети стараются учиться, и разные ребята создают вот такие интересные проекты. Юсуп, ты являешься педагогом этого направления, и хотелось бы узнать, где ты учился, а также учишься ли сейчас, квалифицированы ли педагоги в этом направлении? Вообще, если сказать, сфера IT – это непрерывное обучение. То есть, если ты хочешь оставаться востребованным специалистом, тебе надо непрерывно обучаться, потому что мир технологий движется большими шагами. Да, мы обучаемся постепенно, у нас бывают квалификации, повышение квалификации, а также вот, программы как Unity или Unreal Engine, у нас есть оба программы обучения, вот, они выпускают инструкции, а также видеоматериалы по обучению, как работают их программы. Мы проходим вот эти курсы повышения в этих программах и, в принципе, получаем сертификаты, и мы имеем право проводить занятия. Есть ли еще какие-нибудь проекты, связанные с этим направлением? Да, проектов много. Есть один, так скажем, более понравившийся мне проект. Это на экологию и сортировку мусора. Проект был выполнен очень качественно, графика была на высоте. Суть игры заключалась в том, чтобы собирать мусор и сортировать этот мусор, чтобы как бы очистить нашу планету и улучшить экологию нашей Земли. Меня этот проект заинтересовал, и мне еще раз хочется посмотреть, как он работает.
Вот так вот, друзья. Дейл Рейс Хелшун проект Гетер Наицена дал эту важу. Дэвисон. Хаумитил Хаусархвай, Битс Нохчимот, книжка Шиеш Нохчимот, та жена после юга Ама Би Нохчимот, та передачи Хажкер Нацаус, дал эту Аликер.